85-летию Владимира Петровича Ларионова хотелось бы сказать, что наш институт продолжает традиции, которые были заложены в то время. Это 70-е, вообще начиная с 62-го года отдел ходостойкости работает. Отделение сейчас уже выросло ходостойкости в 5 отделов в свое время, и вот сейчас продолжается это у нас. Ларионов входил в группу, возглавляемую Петром Гавриловичем Яковлевым в 62 году. В 68 году он возглавил ее, этот отдел, и стал уже основным действующим лицом. Долгое время был заместителем директора. В 70-м году образовался Институт физико-технических проблем Севера, якутского филиала Сибирского отделения Академии наук Советского Союза. И вот только почти через 20 лет, 21 год прошел, уже прошли преобразования, так называемая перестройка. Преобразовалась Академия наук Советского Союза в Российскую Академию наук, и институт уже стал носить имя Сибирского отделения Российской Академии наук. А другая реформа в 2000-х годах прошла, не изменила название института, но ведомственная принадлежность изменилась, то есть мы стали уже не к Российской Академии наук относиться, а к Министерству высшего образования и науки, науки и высшего образования. Но поддержка со стороны Сибирского отделения в плане экспертизы, в плане согласования научных исследований, плана научных исследований, она продолжается. И вот последнее, наверное, новшество – это вот то, что с прошлого года регионы уже стали участвовать в формировании тематик таких научных институтов. То есть мы должны согласовывать вот эти вот свои планы работ, и докладывать отчеты о своих проведенных работах на благо республики. Я думаю, это вот очень полезное начинание, что Владимир Владимирович Путин это озвучил. И вот если проследить путь, то мы, получается, возвращаемся к тем советским временам, когда была ориентация именно научных исследований на республиканские региональные нужды в основном. Но хотя в русле общей мировой науки, естественно, потому что наука, она одна, ее, особенно наука фундаментальная, она является единой. Законы физики, различных других наук, две основных науки – это математика и физика фундаментальных, а основные, другие все являются приложениями к ней. И вот Владимир Петрович прекрасно это понимал и был настоящим ученым. Защитился он обе своих диссертации, оба раза в Институте Паттона, Институт электросварки Паттона, расположенный в Киеве. Поддерживаются связи с учеными всего мира до сих пор у нас. Мы проводим семинары, такие онлайн. И, в общем-то, деятельность не прерывается мирового сообщества, в том числе и на Украине. О широте деятельности Владимира Петровича. Ведь сначала он начинал, закончил он факультет автоматизации и механизации, который был направлен именно на сельское хозяйство. И, вообще говоря, применение его было очень широкое. Это и для трубопроводов, и для резервуаров, и для машин. То есть он приехал в республику, вернулся после окончания Бауманского института. То есть мы с ним однокашники фактически, поскольку заканчивали один институт. И поэтому, как в качестве применения, первое было, что обеспечить Якутск, республику энергией. Энергия у нас была в виде газовых месторождений. Только тогда, в 60-х годах, произошло открытие и строительство этого газопровода Якутск моста в Берге, который первая нитка строилась только. И там началось большое количество аварий. И нужно было освоить технологию сварки при низких температурах, восстановления работоспособности, мониторинга, контроля. И все эти задачи институт решал совместно с производственным предприятием. И дальше до сих пор продолжаются эти связи. Мы проводим научные работы, диагностику, мониторинг этих трубопроводов. Уже третья нитка построена. То есть большой путь прошли. И в 50 лет, более 50 лет эксплуатации привели к тому, что ряд участков труб просто полностью вышли из строя. Поэтому происходила замена
сварка. Вот сейчас обеспечивается безопасность всего фактически города Якутска. Это и теплоснабжение, и выработка энергии на 2 ГРЭС, ТЭЦ работает на газе. То есть фактически у нас уголь не используется. Ведь в начале, в 30-х годах у нас использовался только уголь. Это было очень черное производство, очень такое грязное. Все, я помню, что даже снег был черный одно время, когда в 60-х годах, наверное. Я, правда, в школу только ходил, в 71-м году пошел. Но потом уже это все стало более чисто. То есть считается, что газ чисто намного, там, на несколько порядков превосходит уголь. И также еще одна проблема – это горная техника. При добыче у нас происходит добыча очень многих природных богатств в республике. Это и алмазы, и золото, уголь, металлы, концентраты различные, даже уран добывался. И вот везде проблема – это техника, поведение техники при низких температурах. Она постоянно ломается. То есть материалы тогда вот еще… Почему на эту проблему обратили внимание? Возник подкомитет, был такой комитет науки и техники, по науке и технике. И возник там подкомитет, связанный с техникой северного исполнения. И вот председателем этого подкомитета был Черский Николай Васильевич, а его заместителем Ларионов Владимир Петрович. И вот таким образом вот эту задачу решали, получали на это отдельное финансирование, и институт развивался. То есть по запчастям задачу полностью решили, замену материалов, потом стали обращаться уже иностранные компании, когда стали эксплуатировать бульдозеры Камацу, Caterpillar, и эта задача тоже для них была решена. Там ломались колеса на больших автомобилях, то есть мотор, колеса, рамы, оси этих больших машин. Ну, все эти проблемы хладостойкости решались, и до сих пор мы уже начинают возникать проблемы, когда зарубежные фирмы отказываются поставлять нам различные комплектующие, запчасти. И вот мы эту проблему решаем сейчас с алмазами Анабара, с другими золотодобывающими предприятиями. То есть эта работа ведется как раз в русле начала тех работ, для которых был создан институт. Вот в чем еще широта? Кроме техники, он интересовался очень сельским хозяйством. То есть основной функцией, которую выполняло народное хозяйство в республике, это было сельское хозяйство. То есть обеспечение продовольствием, кормами. Поскольку более мясомолочная направленность, основное это была кормозаготовка. Кроме этого, конечно, и овощи, и растения, все это очень важно. И он даже в 1989 году выходит его статья, он же был народным депутатом именно Верховного Совета, и это отстаивал по Палате национальностей и поднимал вопросы подъема экономики, в общем, ориентации ее определенной, автоматизации, механизации сельского хозяйства. Именно на самом высшем уровне. И поэтому решал многие вопросы, эхо которых до сих пор у нас идет. То есть то, что сельское хозяйство у нас осталось, даже какие-то крупные хозяйства, к сожалению, у нас крупных хозяйств фактически не осталось. Вот это заслуга 90-х годов, когда шла приватизация, раздробление, измельчание сельского хозяйства. А до этого Владимир Петрович настаивал на том, что нужно укрупнять, делать крупное механизированное, автоматизированное производство, которое обеспечивает кормозаготовку. Я думаю, что сейчас этот вопрос нужно заново ставить, поскольку технологии очень сильно развились. Это искусственный интеллект, нейросети, которые могут все анализировать, уже обстановку на больших участках полей и определенную автоматизацию внести в этот вопрос. Кстати, этим вопросом занимался также последний год своей жизни Николай Александрович Петров. 3 февраля уже будет год, как его с нами нет. И он был коллегой, другом, можно сказать, Владимира Петровича Ларионова. Постоянно с ним совещался по разным вопросам. Они понимали друг друга и в разных областях деятельности работали. А он энергетик был, Николай Александрович Петров. То есть получается, что Владимир Петрович фактически
очень интересовался и способствовал развитию энергетики. А энергетика – это такая составляющая нашей республики, которая является наиболее важной, с одной стороны. С другой стороны, она фактически не подверглась большому сокращению, приватизации и так далее в 90-е годы. Это за счет той работы, которую проводил наш институт в плане разработки схем, стратегий и развития энергетики всей республики. Она была несколько лет назад признана наиболее лучшим документом государственным и вошла в реестр российский. То есть стали уже пример с нее делать. На основе нее была сделана российская энергетическая стратегия, и стратегия развития уже всей России. Сейчас нам эти документы нужно будет пересматривать, и стоит очень важный вопрос. Надо поднять перед правительством и нашей республики, и России такой вопрос, что энергетическая стратегия должна быть пересмотрена. Новый план ГОЭЛРО, который воплощали до конца 60-х годов, но на самом деле он был выполнен еще до войны, но в дальнейшем уже его развили на автономной республике. И наш институт участвовал в завершении этой программы для нашей республики. И фактически мы сейчас участвуем, у нас 2 отдела посвящены этому. В свое время институт насчитывал 500 человек, когда выполняли большие работы при Владимире Петровиче Ларионове. Там были производственные у нас объединения, работали. Я думаю, это все нужно возобновлять, и мы будем стараться это делать. Так что, я думаю, к 85-летию Владимира Петровича Ларионова мы пришли с достаточно высокими показателями и по защитам, по направлению деятельности, связи с производственными предприятиями, фундаментальными исследованиями. Так что мы достаточно поддерживаем память о нем и не зря носим его имя уже с 15 лет фактически. Да. Так что спасибо всем, кто поддерживает наш институт, это направление науки. Будем держать дальше марку Владимира Петровича Ларионова.